Южные ворота республики. Так часто называют Прилузский район. И это высказывание полностью оправдано. Ну, во-первых, район действительно самый южный, а во-вторых, здесь проходит автотрасса «Вятка», соединяющая центр России с Сыктывкаром. Мы сегодня в райцентре Прилузья, в старинном селе Абьячой или Абьячево. Лузская Пермца, так раньше называли Прилузье. Люди здесь жили еще с конца первого тысячелетия нашей эры. Первые письменные источники об одном из древнейших селений на Лузе, Абьячево, по коми Ыбьячой или Абьячой, относятся еще к концу 15 века. Наше Абьячево, оно находится на возвышенностях, да? Название Абьячой означает, что это гора с крутыми спусками, а Ыбьячой трактуется как Ыбьяс и Чойяс на коем языке, горы и поля. Чтобы показать красоты села, познакомить с культурой и традициями юга Коми, здесь разработали несколько туристических маршрутов. Абьячево входит в деловую зону туризма. Впрочем, прилагательное «деловой» не должно пугать желающих познакомиться с местными традициями. Здесь познакомят и с народным творчеством, научат печь шаньги, ткать половики, попарят в баньке по-черному и покажут и расскажут многое другое. Ну и, конечно же, познакомят с достопримечательностями самого села. Начинается маршрут с улицы Мира, самой длинной в селе. Она протянулась аж на 14 километров. Наш этнотуристический маршрут тропой предков входит в зону делового туризма. Экскурсия у нас автомобильная, пока разработанная, готовая. И начинается она как раз с центра. Здесь находится культурный центр, где он представлен Домом культуры, в одном из старейших зданий бывшей церкви Николая Чудотворца, которая была построена в 1808 году. Располагается сейчас детская музыкальная школа, библиотека. В этом здании у нас находится Абьячевский народный театр имени Горчакова. Этот театр – один из первых народных театров в республике Коми. Красивые мифы – вот что привлекает туристов. С недавних пор в Прилузском районе получили прописку герои коми-сказок Зарань и Пера. Согласно легенде, именно они основали село Ыбьячой на берегу озера Дунайчи и стали прародителями прилузцев. Все-таки Прилузский район – самый южный район, самый лесной район. Тайга именно здесь, в Прилузье, да, в полной своей красе. Пера – сын Пармы. И где же он должен жить, если не в настоящей Парме? Зарань, дочь солнца, Прилузский район – самый южный район, самый теплый, самый солнечный. Поэтому есть право дочери солнца жить на нашей Прилузской земле, да? Так, быть ее, так сказать, основательницей, да, Прилузской земли. Причем прописку мифические герои получили в прямом смысле. Своих прародителей прилузцы решили запечатлеть в скульптурной композиции, которую установят в селе. Вот это несколько вариантов, выбрать надо, потом будет одно. Окончательный вариант как бы будет вот этот. Но лебеди, может, изменятся, вот они в таком варианте, они могут быть в таком. Просто фигуры, я вот как считаю, ближе к финно-угорскому, они нарушены пропорции здесь, видите, да, голову как бы побольше, а туловище как остается, как по реальности. В сказке говорится, что дочь солнца Зарань и сын Пармы Пера полюбили друг друга. Солнце не стерпело брака дочери с земным человеком и ушло далеко от Пармы, на целых 7 лет. За это время у Перы и Зарань родилось 7 детей, от которых и произошли прилузцы. Однажды солнце вернулось и послало новое испытание – жару, от которой высыхали реки. Зарань, чтобы спасти землю, вернулась на небо к матери. Солнце ушло далеко от земли, остался лишь его осколок, который до сих пор согревает север. Если взять вначале вот эту фигуру, допустим, вот они встретились, полюбили друг друга, потом превратились в лебедей, Зарань это дочь солнца, вот здесь солнышко как бы будет, да? Но потом они же все-таки расстались, я решил взять другой вариант. Свое место скульптурная композиция найдет на берегу озера Дунайчи, где, согласно легенде, и родилась любовь Перы и Зарань.
По легенде, Зарань – дочь солнца. И солнце настолько любило бывать на этой земле благодатной, над Пармой, именно на этом месте. И образовалось такое небольшое озеро, такое же круглое. И этот остров такой же круглый, как лик самого солнца. Вера и Зарань расстаются. И в знак того, что они расстались, и в знак большой любви, на этом месте, на озере Дунайчи, стоят теперь два высохших дерева, которые символизируют Перу и Зарань. То они все-таки остались друг с другом на этом месте. И на это озеро любят прилетать птицы-лебеди, символ чистой и светлой любви, который создает себе пару на всю жизнь. Кстати, еще одну скульптурную композицию в селе вполне можно связать со сказкой о любви. Девушка, встречающая гостей с хлебом и солью при въезде в Обячево, до сих пор безымянна. Хотя теперь ей смело можно дать имя Зарань. Правда, в этой скульптуре перы пока нет. Мы даже вот сейчас и думаем, как бы ее, немножко облик ее чуть-чуть изменить. В плане, может быть, ее как-то покрасить, раскрасить иначе, да? Все-таки она как дочь солнца, Зарань, да? Может быть, она должна иметь какую-то цветовую гамму иную. Как она может быть приближена вот к нашей древней истории? Пожалуй, самая удивительная достопримечательность села – этот минеральный источник. Вода, местные утверждают, полезная и содержит очень много элементов. Поверим им на слово. Сейчас беседку на берегу реки, оборудованную под ключ, так и называют минеральный источник. А нашли эту воду в 1963 году случайно. Вода, она имеет очень интересный химический состав. После неоднократно проведенных исследований было выяснено, что здесь находится в этой воде много брома, йода, что немаловажно для наших северных людей, потому что нехватка йода у нас. Вот. И вода этого источника схожа с водами курорта Евпатория. Но в промышленных масштабах здесь никто не занимается водой, потому что это экономически нецелесообразно. Кто знает, может, через несколько лет и на наших прилавках появится обячевская вода. Ну а пока местная минералка – привилегия здешних жителей. Вода течет и день, и ночь. Хоть ванну принимай, хоть пей. Вода соленая и, вероятно, содержит много минеральных веществ. Раньше очень сильно использовали воду. Очень активно люди пользовались, флягами таскали ее отсюда, потому что и от ревматизма она помогала. Сейчас вот менее популярна, потому что уже как-то, может, все привыкли к этому источнику. Вот. Но лечит болезни эндокринной системы, да, то же самое, нервной системы. Зимой вкуснее, наверное, на морозе. Но так он и зимой, и летом не замерзает этот источник, постоянно бьет. Зимой меньше запаха, чем летом. Впрочем, это не единственный подземный источник в селе. Еще один находится на берегу Лузы, но выше по течению. Когда был открыт этот родник, никто уже не помнит. Сюда часто приходят верующие. Вода, говорят, целительная. А местные жители используют ее как питьевую. Это освященный Свято-Никольский источник. Как раз оборудовано вот в этом месте. Место для купания, купальня освященный, и освященная вода здесь. Тоже вода имеет большое количество йода, что как раз опять же важно для здоровья жителей нашей республики. И в этой воде на крещение обычно здесь очень большая очередь, тоже люди, желающие искупаться. Кстати, в отличие от минерального источника, вода в Свято-Никольском роднике не соленая и имеет приятный вкус. Вода святая, она освящена. У меня даже внучки говорят: бабушка, дай нам церковную водичку. Она же без хлорки. Это же чистая вода, очищенная. В свое время селу Обячево хотели дать статус города, но местные воспротивились. Оно осталось селом. Конечно, за многовековую историю село поменяло облик. Бревенчатые старинные дома вытеснили панельные постройки. Но все же Обячево достойно внимания туристов. Стоит побывать на родине героев коми-сказок Перы и Зарани и спить водички из подземных родников. Кстати, мы набрали воду и сдали ее в городскую лабораторию. Так что о свойствах местной воды мы вам еще расскажем.
Но это будет уже другая история.